Здравствуйте. На уходящей неделе произошло несколько серьезных событий. Например, саммит в Китае, один пояс, один путь, на котором присутствовало очень много руководителей стран, и президент Кыргызстана тоже встретился там с Си Цзиньпинем, с другими руководителями СНГ. Также представитель СДПК Сооронбай Жээнбеков был выдвинут на политсовете партии кандидатом в президенты. Теперь в июне должен быть съезд партии и должны его утвердить, если до того ничего не случится. В то же время Первомайский суд дал пожизненный срок Максиму Бакиеву заочно. То есть можно заочно рассматривать дела, и даже юридическую силу эти все вердикты имеют, да, а вот в некоторых судах заставляют людей приходить, лично присутствовать на этих судах. Об этом как раз мы поговорим. Ну и то же самое надо отметить, я думаю, ГКНБ передала в суд два дела Садыра Джапарова и Өмурбека Текебаева. Юристы Текебаева говорят, что им не дали времени полностью ознакомиться. Они смогли ознакомиться только с 2 томами дела, а их около, по-моему, 7 томов. Но ГКНБ говорит, что они сами искусственно затягивали и не ознакомливались. А проверить трудно, потому что все это закрыто, никакой информации не выпускают. Дозированно дают, так что мы не можем знать, никак не можем решить для себя, насколько правы те или насколько правы другие. И вот 18 мая в городском суде рассматривались жалобы граждан, которые были недовольны тем, что до рассмотрения дела по существу уже были приняты решения ограничения прав Чолпон Джакоповой и 2 журналистов, Дины Масловой и меня. Вот. И мы пригласили в студию юриста правовой клиники «Адилет», который не является пока, или может быть и не будет адвокатом, но он занимается анализом всех этих событий, документов, исков и поданных в разные инстанции документов, чтобы подготовить некоторый труд, в котором будет проанализирована ситуация с гражданскими свободами, со свободой слова и вообще судебным преследованием. Эмиль Джандаев, юрист клиники «Адилет». Вот в общем, как можно охарактеризовать ситуацию с этими исками, с этими процессами? Ну, и вообще сейчас на данный момент предъявлено 6 исков. 5 исков это со стороны Генеральной прокуратуры и 1 иск это со стороны политической партии СДПК. Основание вынесения вот этих 5 исков со стороны Генеральной прокуратуры юридическим основанием, то есть для вмешательства Генеральной прокуратуры, это послужило статья 4 Закона о гарантиях деятельности президента, где прямо написано, что генеральный прокурор обязан внести исковое заявление в суд в защиту интересов президента в случае, когда нарушается честь и достоинство президента. Однако эта сама статья 4, она полностью, так и частями противоречат действующему законодательству, а именно Конституции Кыргызской Республики и требованиям Гражданского процессуального кодекса. Вот. В частности, до того, как генеральный прокурор должен был внести исковое заявление в суд, он должен был, в законе так и написано, в самой статье 4, должен был предварительно принять меры реагирования. Но, как вы знаете, никаких мер реагирования принято не было. Почему? Потому что Конституция запрещает органам прокуратуры принимать какие-либо меры, то есть надзирать за деятельностью граждан, общественных объединений, юридических и физических лиц. Вообще функции органов прокуратуры – это надзор за деятельностью органами государственной власти и их должностными лицами. То есть, получается, есть одно предложение, одну часть запрещает Конституция, они выполняют Конституцию. Другая часть
тоже Конституцией запрещена, но они ее используют. Избирательное используют даже одного предложения одной статьи, правильно? Да, но в то же время там та часть, которая применяется Генеральной прокуратурой, она уже противоречит требованиям Гражданского процессуального кодекса. Которая что может подавать или вот эта часть, да? Там, смотрите, там такие есть нюансы. Вообще подача исков, рассмотрение исков, вообще сам гражданские дела, гражданский процесс регулируется строго Гражданско-процессуальным кодексом. Вот там все вот эти нюансы, действия строго прописаны. Однако сама статья, сам закон, вот эта гарантия деятельности президента, принимался в 2003 году. Но если вы вспомните, это период правления президента Акаева, 2003 год, идет такая ситуация, когда уже большое количество, большой уровень недовольства общества правлением, деятельностью президента. Ну и во всех средствах массовой информации идет критика. Ну, как эту критику сбить-то? Исковыми заявлениями. Ну и не президенту уже заниматься. У него совсем другая сфера управления государством. Ну, не ходить же в суд, там, мониторить все вот эти средства. Ну, это с их точки зрения. А с точки Нет, закона... с точки зрения вообще вот понятия. Ну и эти функции возложили на генерального прокурора. Вот. Но в то же время там, видите, в статье 4 прописали: генеральный прокурор дальше является законным представителем президента. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом строго очерчено, это кто может быть законным представителем. Это родители, это усыновители, опекуны, либо организации, на попечении которых находится лицо, вот, чьи они интересы представляют, ну, либо недееспособные граждане. То есть, получается, вот это очерченный круг. Законные представители. Кто может быть законным представителем? Кого бы то ни было. Да. То есть, а в статье 4, получается, указывается, что генеральный прокурор является законным представителем президента. Ну, то есть... может быть, там имеется в виду физические лица, а здесь должностные? Здесь нет. В ГПК четко очерчено, то есть президент, согласно статье 4, не может быть, генеральный прокурор не может быть являться законным представителем. Он может быть являться представителем, но незаконным. Ага. В частности, то есть получается, когда прокуратура вносит иски в защиту чести и достоинства президента, она является не законным представителем, а представителем. Ну, в иске они указывают, что они являются истцом. Но в то же время, согласно вот статье 38 Гражданского процессуального кодекса, прямо вот, если процитировать, там есть часть 3. Лицо, в интересах которого дело начато по заявлению органов и лиц, имеющих по закону право на обращение в суд за защитой прав, свобод и охраняемых законов интересов других лиц. То есть, получается, лицо, в интересах которого дело начато по заявлению органов и лиц. Лицо это у нас, получается, в данном случае президент, в интересах которого дело начато по заявлению органов и лиц, имеющих по закону право на обращение в суд. Статья 4 дает генеральному прокурору не только право, но и обязанность обращаться в суд. То есть, получается, здесь лицо это у нас президент, а орган, который обращается в суд, это Генеральная прокуратура. Да. Вот. Дальше читаем. Так, лицо, то есть, получается, в интересах которого подано исковое заявление, извещается судом о возникшем процессе и участвует в нем в качестве истца. Лицо это президент. Получается, да. Согласно требованиям Гражданского процессуального кодекса, и генеральный прокурор, и президент оба должны присутствовать. Нет, не присутствовать. Они автоматически становятся истцами, с соответствующими объемами и кругами прав и обязанностей. Но участвовать должны? Или вот только что вы прочитали? Это что говорит? Это говорит о том, что у истцов и у ответчиков одинаковый круг и обязанностей, одинаковые права и полномочия. Они имеют те же права и обязанности. То есть это равноправные стороны, и Гражданский процессуальный кодекс предполагает равноправие и состязательность. То есть, если истец
требует обязательного участия, например, ответчика, но и ответчик тоже имеет право потребовать обязательного участия истца. Это не выполняется. Вот, по крайней мере, 18 мая этого не было. Ну, 18 мая как? Там же, видите, тут вопрос в том, что истец потребовал от ответчиков, чтобы запретить выезд ответчиков за пределы Крымской республики. Мотивировка для того, чтобы не затягивался процесс, ну как там представитель прокуратуры сказал, чтобы процесс не затягивался, ну и чтобы вдруг возникнут вопросы к ответчикам, непосредственно для всесторонности и объективности. Ну, понимаете, само-то исковое заявление, например, от Джакуповой требует возмещения морального ущерба в размере 3 миллионов сомов. При этом для обеспечения выполнения в будущем какого-либо решения суда, если она будет удовлетворена, то получается... Еще неизвестно, какое будет решение. Гипотетически. Да? То есть там несколько вариантов. Либо придут к мировому соглашению, либо удовлетворят полностью исковое заявление истца, либо откажут в удовлетворении. В случае удовлетворения получается, что Джакупова должна выплатить 3 миллиона сомов требуемых, но весь смысл в том, что был наложен арест на недвижимое имущество. Который стоит дороже. Который, согласно документам официальным, которые были представлены в суд, стоит $50 000. Ну, я думаю, граждане сами сейчас по курсу все могут, да. Он полностью покрывает все требования истца. То есть сам запрет выезда уже лишний. Это выходит за рамки исковых требований. Ну и в то же время, как это мотивирует? Для всесторонности и объективности. Но всесторонность и объективность понимает равноправие, состязательность. То есть получается, что если, есть же поговорка, назвался грузем «полезай в кузов». То есть если ты требуешь не выезда одной стороны, та сторона тоже может потребовать не выезда другой того же самого. Ну, получается, вот смотрите, во-первых, противоречит Конституции. Причем, когда одна часть противоречит Конституции, они это умалчивают и никакого реагирования не делают, а другая часть разрешает, которую они это используют. То есть такая манипуляция законом получается, и все в одну сторону. Ну, та часть, которая используется, она противоречит Гражданскому процессуальному кодексу. Да. А сам закон, на который вот это ссылается на статью 4, да, это не конституционный закон. Он по иерархии стоит ниже Гражданского процессуального кодекса. Да. То есть все эти положения, которые противоречат Гражданскому процессуальному кодексу, да, просто суд их должен игнорировать. По идее. По идее. Но они же все это понимают, и генпрокурор, и судьи районных судов, и судьи городских судов, которые сейчас все это, 18-го, вот последняя жалоба рассматривалась, да? Теперь на следующей неделе в Верховном суде начинают, они же все это понимают? Почему они это делают, продолжают делать? Понимаете, я все-таки это юрист, я анализирую постфактум то, что происходит, документы, законы. Знают, не знают, почему, это уже вопросы к другим лицам. К ним, хорошо. Теперь кодекс вот этот процессуальный, он когда был принят? Введен в действие в 1999 году, на память, но постоянно туда регулярно, систематически вносятся изменения, дополнения. Закон этот был принят в 2003 году. После этого Конституция несколько раз уже менялась, да? В 2010 менялась, вот недавно постоянно поменяли меняется. И так далее. И там уже, не помню какая статья, 114 или какая, 104, по-моему, 104, что круг обязанности генерального прокурора там четко очерчен, да, и туда не входят вот те обязанности, которые написаны в 2003 году. За эти прошедшие годы... Смотрите, здесь нужно как бы объективно говорить. На генеральную прокуратуру возложено, как бы сказать, полномочия представлять интересы в суде, интересы государства, общества.
То есть Генеральная прокуратура, внося иск, они ссылаются на эту статью Конституции, что мы представляем интересы государства, то есть защита чести и достоинства президента. Это, как бы сказать, возведено в государственный интерес, вот, в ранг государственной функции. Вот. По Конституции они должны представлять интересы государства. На любом суде есть прокурор, он представляет государство. И суд тоже выносит решение от имени государства. Но лично президента в Конституции уже не указано, правильно? Что должен представлять? Там, знаете, там же написано там же не строго очерчено, там написано в интересах государственных интересов и общества. То есть здесь трактовать можно широко, можно трактовать узко. В данном случае здесь, как бы сказать, нарушений со стороны Генеральной прокуратуры нету. Есть именно в самой процедуре. Понимаете, если прокуратура в интересах кого-то вносит исковое заявление в суд, то действует нормы Гражданского процессуального кодекса. А вот как раз там у нас же есть же статья 45, именно полномочия прокурора именно в таких ситуациях. И вот здесь что пишется. Так. Заявление в защиту прав и свобод, охраняемых законом интересов гражданина, может быть предъявлено прокурором только лишь по просьбе заинтересованного лица, если оно само по уважительным причинам не может обратиться в суд. Понимаете? Если не может, недееспособный, да? Или... Ну, это по уважительным причинам. Ну, в данном случае-то получается, что по процедуре, именно по Гражданскому процессуальному кодексу, президент должен был обратиться сначала с заявлением к генеральному прокурору. Ну, может быть, он обращался, мы не знаем. Ну, об этом мы не знаем, в материалах дела не представлено. Нет, да. В принципе, если так логически адекватно подходить, у президента, у него совсем другой круг, он управляет государством. То есть ему ходить, бегать по судам, ну, просто нет времени, есть другие неотложные задачи. То есть он, в принципе, может обратиться к генеральному прокурору, чтобы генеральный прокурор представлял его интересы в суде. Но это не представлено нигде, никакими документами. ГПК требует обращения письменного, что, по его мнению, должно было быть нарушено, где, что, какие интересы. Я думаю, после этого генеральный прокурор на основании вот этого обращения должен был подать исковое заявление в суд. В то же время Гражданский процессуальный кодекс ставит, получается, самого заявителя и истца, как бы сказать, в один уровень, то есть они становятся автоматически истцами, со всеми вытекающими отсюда. Можем ли мы сказать, что вот этого заявления нет, или даже если оно есть, его не показывают, для того, чтобы президент не приходил в суд лично? Понимаете, президент может не приходить в суд. Закон позволяет. Сам закон, Гражданский процессуальный кодекс, позволяет вести дела через представителей. То есть, естественно, может в суд и не приходить. И ответчик тоже в суд может не приходить. Закон позволяет вести дела через представителей. Вот здесь нюанс в том, что ответчиков вот заставляют приходить, выезд за границу, да. То есть они этим, как бы сказать, мотивируют, что они должны прийти в суд, у нас есть вопросы, их явка обязательно. Но закон позволяет ответчику и истцу в суд не приходить. Он уполномачивает соответствующей доверенностью для ведения представления его интересов представителю. Если судебное решение будет не в пользу, например, того или иного лица, это лицо может просто предъявить претензии к своим представителям. То есть я вас уполномочил, вы надлежаще или ненадлежаще защищали мои интересы, представляли мои интересы. Вот. Но пенять на то, что меня не было в суде, а суд за моей спиной вынес такое решение, он уже автоматически не может. И само решение оно будет законное, если по тем или иным причинам либо естественно, либо ответчик в суд не пришел. Но пришли представители, которые... Ну, получается, вот эта мера по обеспечению иска, запрет выезда за границу, ни в какие рамки не вписывается. Она выходит за рамки. За все рамки? За рамки... Всего? Нет, за рамки предъявленных исковых требований. Ну, это раз. И во-вторых, чтобы прокуратура, как бы сказать,
требовала, например, понимаете, для всесторонности объективности, истец или ответчик, если заинтересованы, они могут прийти в суд лично, то есть с представителем прийти в суд, но это будет зависеть от, как бы сказать, это будет решение принимается самим, либо отцом, либо ответчиком. То есть, если он пожелает. На их усмотрение. Да. То есть, мое присутствие, оно как бы воздействует на суд. Я дам пояснения, уточняющие вопросы, либо отвечу на какие-то вопросы, возникшие в суд, да? То есть, и мое присутствие, если он посчитает необходимым, истец или ответчик просто могут пойти в суд, и все. Понимаете? Но обязательно, чтобы вот, требовать идти, если даже ответчик, естественно, не придет, суд в любом случае рассмотрит это дело и вынесет соответствующее решение. Так как есть представитель, да? А вот теперь заявление президента о том, чтобы можно отозвать 2 иска из этих 6 в отношении одного из СМИ. Ну, не будем называть, да? А Гражданско-процессуальный кодекс тоже об этом прописывает. Фактически, получается, по статье 38 ГПК президент, он автоматически становится истцом. Если истец официально заявляет, что нужно отозвать иски, да, то Генеральная прокуратура, она не может там рассматривать или это, автоматически должна этот иск пока отозваться. Каких-то решений нет пока. Но сейчас я вот... Уже достаточно прошло времени, автоматически ничего пока нет, мы не видим. Ну, здесь, знаете, преподносится так, что президент, как бы сказать, пожелал. Ну, я здесь так сказать не могу. Ну, в общем, Гражданско-процессуальный кодекс предполагает, если лицо, в интересах которого орган или организация подала иск, лицо может в любое время, независимо от того, на какой стадии, кто подал вот иск, то есть отозвать. Да. И тогда суд, по идее, должен прекратить. По идее, но пока мы этого не видим, прекращения никакого. Теперь, смотрите, когда он выражает желание отозвать, это нам преподносится на всех телеканалах, во всех СМИ, это как благородный жест, как будто бы. А когда он подает, просит или, как сказать, чтобы возбудили дело, об этом не говорится. Не двойные ли стандарты? Ну, понимаете, вопрос не к вам. Не адресату. Это, да. Понимаете, мы просто комментируем именно юридические моменты. А в каких целях, что это, понимаете, это оставим вопрос политикам. Да. Хорошо, я согласен. Теперь некоторые обвинения связаны с тем, что это была непроверенная информация, не соответствующая действительности информация. Например, вот первые 2 иска, именно 6 марта, по-моему, поданные, говорил политик Текебаев, СМИ это цитировали. Если они неправильно цитировали или неправильно передали мысль его, претензии этого политика к СМИ должны быть. Причем здесь прокуратура? Если у нее есть претензии, она должна к политику обращаться с претензией. Но при чем здесь СМИ, которые просто его чуть ли не дословно процитировали? Ну, по таким категориям дел, по рассмотрению о защите чести и достоинства, есть постановление Пленума Верховного Суда, номер точно не помню, от 2015 года. Там вот эти все нюансы расписаны. Обобщена эта вся судебная практика, и вот, как бы сказать, это как бы ориентир действий не только для судей, да, это ориентир действий для адвокатов. То есть в суде должно быть так. То есть это должно истолковываться так. Понимаете, журналист не несет ответственность за то, что прозвучало, например, когда он брал интервью. Он несет, на пресс-конференции. На пресс-конференции, да. Конечно. Вот. Потом, журналист не несет ответственности, если он правильно изложил мысль человека, который дал интервью. Это не обязательно может быть в прямом эфире, это может быть просто потом пустить запись, но, понимаете, человек, у которого взяли интервью, может предъявить претензии. Да. Извините, искажена моя мысль.
Да. В этой части пленум разъясняет, что если искажена мысль, то это нарушение. Но если мысль не искажена, то есть идет перефразировка, то есть меняется слова. Порядок слов может меняться, да. Но остается мысль, да. И сама эта мысль не изменена, то ответственности не несет. То есть это должен человек сам предъявить претензии: уважаемый журналист, вы исказили мои слова, я имел не то, а имел в виду то. Ну, получается, претензий со стороны Текебаева к журналистам, что они исказили его мысль, не было. Претензий со стороны Чолпон Джакуповой тоже вот в связи с этим круглым столом на 30 марта к журналистам тоже не было. У меня на руках таких бумаг нету, да. Поэтому я вам сказать не могу. А вот третья сторона, говорят, вот вы исказили. Причем здесь эта третья сторона? Государство. Когда тут один говорит правозащитник, юрист, там говорит политик, журналисты их мысли передают, пусть даже перефразированы или там какие-то, но мысль-то сама понятна. Претензии только между ними могут быть или между политиками, если он неправильно, вот, недостоверно или что-то сказал, тогда только могут. Логически так. Да, но вот получается опять игра в одни ворота. У кого больше полномочий, тот больше прав, как будто бы. Но это опять к политикам, да, не к вам вопрос. Это так. Риторический вопрос, да. Ваш или другим, но не ко мне лично. Другое обвинение, которое вот в этих исках подается, клевета. Например, в одном из исков, там даже заключение есть Центра судебных экспертиз при Минюсте, они пишут, вот автор критикует то, что происходит в стране, пишет они, руководители, власти во множественном числе, но на самом деле имеют в виду единственное число и именно президента. Вообще такие юридические вещи возможны? Почему они домысливают за автора, говорят, он имел в виду вот то, хотя пишет они? Ну, за эксперта сказать не могу, понимаете, одну и ту же фразу, одно и то же слово разные люди могут воспринять по-разному. Вот в том-то и дело, что, опять же, вот это есть постановление Пленума Верховного Суда, там говорится, что гипотетические высказывания, они не подлежат спору, потому что это гипотетически. То есть любой человек может как-то сам домыслить, либо предположить, но это же гипотетические высказывания. Если, например, они там, руководители, они это множественное число, руководителя, у нас сколько руководителей-то есть-то? Вот, поэтому это гипотетические высказывания. И если какое-то лицо, это, как бы сказать, воспринимает узко как к определенной личности, ну, весь смысл в том, что, понимаете, само исковое заявление к средствам массовой информации предполагает общественное освещение же. Это будет суд, где будут задаваться такие... То есть вот эти вопросы, в принципе, вы можете задавать в суде этим же лицам же. При рассмотрении по существу, да? Да, то есть, да. Но видите же, сами требования должны быть выверенными, четкими. Но когда идет, как бы сказать, претензии к гипотетическим высказываниям, это большой пласт, люфт маневра для той стороны получается. Да. Для той стороны. Ну, это на то и процесс. Ну, нам говорят, уже время заканчивается, буквально там очень коротко. В целом, можете как юрист сказать, что давление идет на свободу слова и на журналистов? Я, от слова давление я поберегусь сказать, но сама тенденция прослеживается, вот эти вот все иски, есть определенная тенденция, можно сказать. В каких целях, в чьих целях, во что это, я, конечно, как юрист вам сказать не могу, но факт есть факт, тенденция за определенный короткий промежуток времени, 6 исков. И большинство, есть некоторые нюансы, когда, например, предъявляется, например, претензии к аналитическим статьям, например. К аналитическим статьям
не к утверждению каких-то фактов, не к высказыванию, а к определенному слову уже к аналитическим статьям. Где точка зрения, где оценка проводится. Да, мнение ситуации. у нас по Конституции, каждый имеет свое мнение. Да. То есть, если есть оценка, что у нас, например, с экономикой, положение с экономикой, с политикой, внешней политикой, когда человек свое выражает мнение, в принципе, Конституция не запрещает выражать такое мнение. Но когда претензии именно к выражению этой мнения, вот это тоже большой вопрос, рождает много вопросов. Спасибо вам большое. Уже наше время подошло к концу. Будем смотреть, как дальше ситуация будет развиваться. Мы обсуждали ситуацию с исками против журналистов, против средств массовой информации, правозащитников и даже юристов с юристом клиники Адилет Эмилем Джандаевым. До свидания.